Здравствуйте, уважаемые товарищи. Хотелось бы остановиться на некоторых моментах данного прошедшего пожара, который произошел 5 ноября в 2016 году. Как вам всем известно, в этот день, примерно 13 часов 04 минуты, в единую диспетчерскую службу Агентства государственной противопожарной службы поступил сигнал о произошедшем пожаре по улице Садагалиева, 1А, то есть на складском помещении. По прибытии первых двух пожарных подразделений было охвачено огнем весь складское помещение. Первый прибывший дежурный караул, сделав разведку пожара и оценив обстановку, принял решение объявить вызов номер 2. То есть вызов номер 2 объявляется в тех случаях, когда первый руководитель тушения пожара видит, что своими силами не может потушить данный пожар. То есть это отсутствие водоисточников на этой территории и другие такие важные моменты. При объявлении второго номера вызова вызваны были со всех пожарных частей города Бишкек. Это у нас, знаете, 9 пожарных частей есть, дополнительно по одному еще пожарной автомашине. Был поднят весь офицерский состав Бишкекского гарнизона, а также Агентства государственной противопожарной службы, в том числе и руководство Агентства государственной противопожарной службы. По прибытию на место пожара уже, в частности, других пожарных подразделений, огнем было уже охвачено примерно где-то 1500 квадратных метров. В складском помещении в основном хранились моторные масла и вот эти в баночках, типа вот бывает же карп для очистки, применяется при ремонте автомашин. А также были масляные фильтра, воздушные фильтра, амортизаторы были и так далее, и так далее. Вот самый сложный момент — это разлив моторного масла по территории. Но я могу вот так убедительно сказать, что пожар был ликвидирован успешно, первоначально локализован успешно, потому что мы не допустили дальнейшего распространения огня. Рядом были другие складские помещения. Например, с восточной стороны был склад, где еще хранились более 30 тонн моторного масла. А также соседние за забором организации, это северной стороны, по-моему, был цех по производству пластиковых окон и дверей. И был момент такой, еще там были складские помещения, где хранились новые вот такие джипы Toyota. Они своевременно были эвакуированы своими хозяевами. И вот мы, в сущности, не дали распространиться пожару.